Маленькая Осетия не раз становилась родиной великих людей, воинов, мыслителей и творцов. Осетины по праву могут гордиться не только известными всему миру предками, пророком Зороастром, мудрецом Анахарсисом, королем Артуром, Одином, ставшим для скандинавов богом, но и современниками Коста Хитагуровым, Луки Токати, Васу Абаевым, Иса Аплиевым, Валерием Гергиевым и многими другими. К числу славных сынов осетинского народа можно отнести человека, хоть и не столь хорошо известного сегодня, но внесшего очень весомый вклад в экономику всего российского государства начала XX века Бейбулата Дулатмурзаевича Датиева. Он был действительным статским советником царя Николая II, инженером путей сообщения, впервые сумевшим совершить гигантский прорыв от убыточной системы железных дорог России того времени к доходным. Сделал он это благодаря проделанному им колоссальному труду и энциклопедическим знаниям. Он сумел детально изучить проблемы путей сообщения всей огромной территории России, оценить их и сделать точнейшие выводы, подробно изложив их в виде рекомендаций в своем остающемся по сей день уникальном фундаментальном труде «Практические указания для удешевления эксплуатации и постройки железных дорог». Это была едва ли не самая первая книга, написанная на техническую тему автором из российской глубинки. И это в то время, как долгие годы над проблемой железных дорог ломали головы лучшие представители инженерной мысли российского государства. Диапазон вопросов, рассматриваемых Бейбулатом Датиевым в его книге, был настолько широк, что невольно поражаешься масштабности его мысли, умению по-государственному оценивать ситуацию, благодаря чему его рекомендации помогли России экономить по 150 миллионов рублей ежегодно. Это был очень солидный вклад в экономику всей страны. То, что он был высоко эрудированным инженером и высоко ответственным человеком, говорит то, что через 8 лет после окончания института в 1888 году царем российским Александром III был награжден орденом Святого Станислава. Статус этого ордена давал право человеку, которому присуждался он, на потомственное дворянство. Работая на этой дороге Либава-Роменской, он прошел все инженерные должности, став ее начальником. Пройти от начала до конца дорогу и стать ее руководителем, это не просто так. Он стал действительным статским советником, представлявшим сначала интересы путей сообщения, а потом финансов Российской империи. Так, 9 февраля 1909 года Бейбулат Дулатмурзаевич, присутствуя в Госсовете при представлении нового министра путей сообщения Российской империи Рухлова, статс-секретаря, ушел с твердым намерением написать книгу, которая способствовала выводу казенных железных дорог России из состояния дефицитных в состояние доходных.
Надо заметить, что в то время Бейбулат Дулатмурзаевич Датиев был членом Государственного совета Российской империи, представляя в нем интересы сразу двух министерств – путей сообщения и финансов, а его чин действительного статского советника в армии приравнивался к званию генерал-майора. Труд Бейбулата Датиева был высоко оценен современниками. Как и свойственно всем гениальным людям, в своей небольшой по объему книге он сумел в емкой форме глубоко и скрупулезно проанализировать и в то же время просто и доходчиво донести до читателя все неразрешимые до тех пор проблемы железных дорог. С удовольствием изучал эту книгу и специалист наших дней, бывший директор железнодорожного техникума Заурбек Балаев. Государственных железных дорог очень критиковали за малодоходность и хотели доказать того, чтобы железные дороги строили частники. А Бейбулат понял, что если этот важный отрасль народного хозяйства поручить частникам, оставить на удел частников, то Россия очень отстанет в развитии своем развитии. И как патриот он решил написать эту книгу и показать, в чем причина малодоходности железных дорог. Бейбулат Датиев был не только яркой одаренной личностью, но и мудрым человеком и большим патриотом своей малой родины – Осетии. Интересен тот факт, что он сумел обучить инженерному делу и своего младшего брата Кавдына. Причем он сумел передать ему свои знания непосредственно на практике, а также благодаря самостоятельным занятиям с ним по всем необходимым предметам. Итогом этой плодотворной деятельности стало признание Кавдына как великолепного специалиста-инженера. Об этом свидетельствуют строки из напутственного письма Бейбулата Кавдыну. «Дорогой мой брат, большое спасибо за твое усердие. Сегодня тебя высоко ценят те специалисты, которым я тебя рекомендовал. Твои знания отвечают навыкам инженера-железнодорожника». Кавдын Датиев направлялся в то время на строительство Таврийской железной дороги в Персию. Это было последнее десятилетие XIX века. Он набрал бригаду из 27 человек в своем родном Салогардане и повез с собой в Персию. Дочь Кавдына, Чабахан Датиева, рассказывала об очень интересных фактах его биографии. Однажды на группу строителей осетин во главе с Кавдыном напали враждебно настроенные персиане и убили одного из осетин, посланного к ним в качестве парламентера. Тогда, в ответ на это злодеяние, Кавдын лично убил 8 персов. Когда наши соотечественники вернулись в Осетию, Кавдын совершил очень неординарный поступок. Он, как полагается по осетинскому обычаю, купил 8 быков, приготовил необходимую трапезу, пригласил родственников и односельчан, чтобы они помянули 8 невольно убитых им персиян. Впоследствии Кавдыну вновь довелось работать в Персии, где ему за его труд инженера-железнодорожника, и в том числе еще и за этот незаурядный поступок, наследник персидского престола присвоил звание персидского хана. Но вернемся вновь к имени Бейбулата Датиева. Мы должны помнить его сегодня не только как высокообразованного инженера и единственного статского советника осетина, но и как верного сына своего народа. Завещание, которое он оставил в 1914 году, нельзя читать без благоговения и глубочайшего к нему уважения. Завещает строить школы, храмы и общежития в городе Владикавказе, в селении Салугардан и обязательно в селении Верхний Корсак. Он завещает, чтобы образовать из процентов этого неприкосновенного капитала 4 именных стипендий. Имени отца своего Дулатмурзы Датиева, имени Арвада
генерала Инуса Датиева, имени брата своего Кавдана Датиева и своего имени Бейбулата Долатмурзаевича Датиева, действительного статского советника. Вложенный Бейбулатом Дулатмурзаевичем Датиевым в Государственный банк капитал, видимо, был немалым, если на проценты от него устанавливались именные стипендии и можно было строить школы и храмы. Эти деньги сегодня можно было бы использовать для обеспечения учащейся осетинской молодежи стипендией, и это было бы лучшей формой почитания памяти Бейбулата Дулатмурзаевича Датиева.